прокуратура начала исследовать материалы уголовного дела. Ну, в частности, государственное обвинение их обзывает доказательствами стороны обвинения. Но если обратить внимание на исследованные материалы, речь идет о каких-то письмах, о каких-то протоколах, которые не имеют никакого отношения к предъявленному обвинению по 318 части 2, через 33 часть 3 и 282 прим. 1, часть 1 и 2. Это организация экстремистского сообщества, соучастие в нем, участие в нем и организация применения насилия. То есть прокуратура оглашает, по сути, материалы, которые не имеют никакого отношения к данному обвинению. Вторая половина судебного заседания у нас сейчас должны приехать два свидетеля стороны обвинения, которые будут допрошены сначала государственным обвинителем, а потом стороной защиты. Андрей, вот ты недавно, да, в судебном заседании? Сегодня первый день в судебном процессе. Да, вот какие твои впечатления, насколько обвинение готово, так сказать? Обвинение вообще не знает материала настоящего уголовного дела, это видно потому, как они исследуют доказательства. Кроме того, такое чувство, что они пытаются огласить все материалы дела, чтобы просто попасть туда, куда нужно, да, потому что там маленькая часть, может быть, каких-то доказательств, которые и, может быть, можно было бы оглашать, но тем не менее мы считаем, что все доказательства, которые имеются в материалах настоящего уголовного дела, они не имеют никакого отношения к предъявленному обвинению. Мало того, сегодня, допустим, оглашались протоколы, которые вообще не могут являться вообще доказательством по делу. Мало того, там приобщается на носителях доказательства по делу, да, якобы, которые вообще их нет в материалах настоящего уголовного дела. То есть какая-то неразбериха, на самом деле, какой-то сумбур происходит. К чему это все приведет, я не могу сказать, да, у меня есть определенные мысли, но я не хочу наперед их непосредственно говорить. Вот. Понятно, что дело политическое, нету вообще здесь, я даже административного состава здесь не вижу, не то что уголовного, да, и люди, здесь гражданские правоотношения между людьми, да, кто-то, наверное, просто какую-то обиду, может быть, держит в определенных кругах. Этим людям, кого мы защищаем, я четко могу сказать, это не громкие слова, да, людей награждать нужно медалями и орденами за то, что они не допустили кровопролития. Они своими действиями, да, они наоборот побуждали людей, чтобы они могли высказываться, да, что не запрещено у нас ни нормами российского законодательства, ни нормами международного права, да. Но и мало того, они не дали людям перейти какие-то рамки, да, то, в чем нас в принципе обвиняют, то есть тут наоборот, нужно людей благодарить за это и поклониться перед ними, за то, что и они настолько, вот, меня что-то на самом деле поразило, я посмотрел в их глаза, но только уважение и больше ничего другого я не увидел, люди настолько понимают, у них горят глаза, они понимают, что они на стороне правды. Когда ты защищаешь людей невиновных, когда ты защищаешь правду, проще вести такие судебные процессы, да, поэтому я уверен в том, что с такой командой грамотных, настолько вот с большим опытом работы адвокатов, я многих вижу непосредственно впервые, но у меня очень хорошее впечатление создалось о вообще группе защитников по настоящему уголовному делу. Поэтому я уверен, что мы сможем указать на все недостатки данного уголовного дела. Ну а как там все это будет идти, никто не знает. То есть мы должны в каждом судебном процессе максимально эффективно проводить свою защиту. Еще один момент такой, хотелось бы обратить внимание, я думаю, нашим зрителям будет интересно, что происходит в суде, какие доказательства оглашаются. Значит, вот именно то, на что обратил внимание Андрей, оглашались протоколы приобщения вещественных доказательств CD-дисков с видеозаписями. И многие из тех оглашенных доказательств, оглашались они
не с материалов уголовного дела, а прокуратура оглашала их с обвинительного заключения. Это говорит о том, что прокуратура абсолютно не знает материалов уголовного дела. Так вот, защитой было обращено внимание суда и заявлено ходатайство о том, что нет никакого смысла исследовать протоколы при общении вещественных доказательств без самих вещественных доказательств, и суд удовлетворил это ходатайство и сказал, что после того, как будут истребованы CD-диски с видеозаписями, мы вернемся к этому протоколу. И прокуратуру обязали в перерыве, дали им время, чтобы они предоставили суду тот список, который они желают оглашать. Поэтому, вернувшись с перерыва, оглашались заключения экспертов, повторюсь, также, которые по сути являются доказательствами защиты, потому что оглашаются заключения судебно-медицинских экспертов о том, что потерпевшим вред здоровью не был причинен. Их довольно много, около 57 заключений. Так вот, из 57 заключений всего 2 сотрудникам Росгвардии причинен вред здоровью, но к нашему делу они не имеют никакого отношения. Вообще непонятно, почему эти заключения оказались в этом деле. Вопрос, да, почему вообще, они засекречены? Почему они засекречены, эти потерпевшие? Законом не предусмотрено у нас засекречивание потерпевших. У нас в законе предусмотрено засекречивание только свидетелей и переводчиков. И то в определенных случаях. И то в определенных случаях, Строго да. ограничено. Да, если речь идет, конечно, о каких-то важных сведениях, допустим, которые, я не знаю, имеют важное значение для уголовного Либо дела, государственная тайна, либо причинение, есть угроза причинения либо реальная физической угроза расправы. причинения физической расправы или угроза жизни. Таковых моментов в ходе судебного, в ходе следствия предварительного установлено не было, поэтому не было никаких оснований их засекречивать. Понятно. Но еще бы хотел добавить, что почему я считаю, что наша сегодняшняя сторона обвинения не готова к процессу, вообще к ведению процесса. На это есть объективное и логическое, в принципе, объяснение. Потому что мы все прекрасно знаем, что технически обвинительное заключение подготавливается не сотрудниками прокуратуры, а оно подготавливается тем следователем, который ведет данное уголовное дело. Соответственно, они уже смотрят и именно оперируют обвинительному заключению, они даже его не могут соотнести с материалами уголовного дела. Ну, то есть это то же самое, что взять вот со стороны любого человека, привести, кто умеет читать, да, привести, и он будет то же самое читать. То есть в принципе на сегодняшний день у нас идут какие-то чтения непонятные. Посмотрим, чем это все закончится. Понятно. Прокурорские чтения в день прокуратуры. День прокуратуры, да. Хорошо. Спасибо вам большое. Общественность Ингушетии будет и дальше с вниманием наблюдать за этим Мы будем судебным биться за процессом. наших Держим защитников. кулак, Все, бьем точно спасибо. в цель.